На этом избирательном участке номер 207 выборы начались ровно в 8 часов утра. Люди активно голосуют за того кандидата, который, на их взгляд, обеспечит достойную жизнь каждому гражданину Российской Федерации. Самой первой своим избирательным правом на этом участке воспользовалась Лидия Хугаева. Предъявила паспорт, получила бюллетень и, сделав свой выбор, опустила в урну. Я с чистой совестью пришла на выборы, отдала свой долг. И считаю, каждый человек должен прийти на выборы, отдать свой долг. Потому что от этих выборов зависит вся дальнейшая наша жизнь. Когда пришла, мне за первый голос сделали мне вот такой подарок. Организаторы сделали все, чтобы горожане смогли с максимальным комфортом принимать участие в выборах будущего президента России. Работа на участке была ранее организована в плане того, чтобы в первую очередь это безопасность всех избирателей, участковой комиссии. Вы уже знаете, что на базе нашей школы находится два избирательных участка, это 207 и 206. Территориальная избирательная комиссия было уже все сделано по оснащению, по обеспечению всего необходимого и администрации города Карабулак, чтобы работа пошла правильно и своевременно все исполнялось. А именно традиционная комната матери и ребенка, молельная, медпункт, и вечером будет открыта столовая для разговения. А для хорошего настроения музыкальное сопровождение на традиционном ингушском инструменте. На 207-м ВУКе ожидают явки 1300 избирателей. В первые часы уже отдали свои голоса более 200 человек. Автоматический подсчет ведут электронные урны. Также особое внимание на каждом участке уделяется охране помещения. Проверил качество работы ВУКов мэр города. Сегодня у нас продолжается работа по проверке готовности участковых избирательных участков. На сегодняшний день готовность избирательного участка у нас составляет 100%. Соответственно, с 8 часов утра участки у нас открыты. Люди активно идут на избирательные участки, голосуют. На территории Карбулака 8 избирательных участков. В период с 15 по 17 марта проголосовать должно более 16 тысяч человек. На 817-м ВУКе в Троицком голосующие проявляют не меньшую активность. На нашем избирательном участке зафиксировано 1535 избирателей. На этот момент проголосовало 132 человека. Вы знаете, что выборы проходят в течение 3 дней, поэтому мы ожидаем активность среди избирателей. С раннего утра на избирательном участке и Алихан Хамадханов говорит, что не может остаться в стороне, когда речь идет о будущем нашего государства. Президент обязательно Голосование проходит тайно. Никто не дает советы по кандидатам. Строго соблюдаются все условия конфиденциальности. Все условия для комфортного голосования в помещении созданы. Кабинки и ящики для избирателей, многочисленные памятки об их правах, организации и проведении выборов, где даже самый непросвещенный может найти ответ абсолютно на любой вопрос. Помимо этого подготовлена молельная и комната матери и ребенка. Я принимаю участие во всех выборах нашей страны, которые проходят у нас. И считаю, что это долг каждого гражданина выразить свое отношение, свое мнение и выбрать того кандидата, которого он считает достойным. Чего вы ожидаете от выбранного вами кандидата? Как минимум стабильности, комфортной жизни и процветания нашей республики, разумеется. Всего по сельскому поселению Троицкое открыто 4 УКа. Прийти и проголосовать жителей призвал и глава администрации Сунжинского района. Ведь будущее страны зависит от нашего выбора. Я призываю всех жителей Сунжинского района принять активное участие, проявить свою гражданскую ответственность и непременно прийти и отдать свой голос на избирательном участке. И исполнить свой гражданский долг. Какого лидера и вектора развития выбрала страна, станет известно после завершения всех 3 дней голосования. Мадина Цора, Али Зязиков, Магаз, 24.